дорогие друзья! Сегодня я окунусь вновь в мир спорта, потому что действительно эта тема, она важна и актуальна сегодня как никогда. Но сегодня спорт у нас превратится в такую мини-вечеринку, потому что сегодня мы поговорим о таком виде танцевального искусства, как зумба. Многие думают, что зумба это больше про танцы, про эмоции, на самом деле это достаточно серьезная физическая нагрузка. Как проходят тренировки по зумбе, какие группы мышц больше могут накачаться и можно ли потерять вес за одну тренировочку, узнаем сегодня. И в этом мне поможет зумба-инструктор. Знакомьтесь, это Валентина Пахомова. Валентина, здравствуйте. 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 Валентин, расскажите для начала, что же такое зумба, возможно, для тех, кто слышит это слово впервые. Зумба – это запатентованная фитнес-тренировка на основе латиноамериканских и мировых ритмов. Зумба берет начало, основателем зумбы является Альберто Бета Перес. Он, получается, в 1990 году забыл на тренировку свою кассету с музыкой. И ему пришлось поставить свою музыку, а он любил именно латиноамериканскую. И вот с этого момента он развивал свою идею, и в 2001 году он запатентовал. И со своими бизнес-партнерами открыл, получается, эту компанию. Так, очень интересно. То есть вначале это была такая случайность некая, да, а потом, собственно, сейчас это очень популярное движение, потому что зумбу танцуют сегодня везде. Да, везде. И огромный плюс этого, потому что все-таки треки, они все равно всем известны, музыкальные композиции, да? То есть можно приехать совершенно в другую страну и спокойно станцевать зумбу совершенно с незнакомыми людьми, потому что важен только ритм. Да. Хорошо. А если все-таки поговорить про зумбу как про фитнес-направление, можно ли похудеть? Конечно, можно похудеть, но скажу так, мы худеем, когда мы соблюдаем правильное питание. Если ты будешь кушать на 3000 калорий, то если за время занятий ты сожжешь 600 килокалорий, конечно же, ты не похудеешь, да? Но, конечно же, зумба способствует, если вы соблюдаете питание. Хорошо. Прокачать мышцы можно? Зумба, она направлена на все тело. Помимо этого, улучшается работа сердца, дыхательной системы, ускоряется обмен веществ и... Настроение поднимается, да, как минимум, да? Потому что, ну, конечно, я видела, как проходят тренировки, да, это все очень эмоционально, все кричат, хлопают, топают. Ну, конечно, отдышка, вот про все про это сегодня в проекте «Испытан на себе» мы обязательно расскажем. Ну и давайте начнем с самого базового, да, вот с чего начинаются вообще тренировки по зумбе. Если, допустим, мне медведь на ухо наступил, и я вообще не понимаю, что такое ритм, то есть мне говорят 2 притопа, 3 прихлопа, у меня все наоборот. Именно зумба предназначена для всех. Тут нет такого, что вот профессиональные танцы, мы там должны оттачивать движение до идеала. А на зумба мы приглашаем всех. Если даже медведь на ухо наступил, со временем это все приходит. Ну, конечно, не с первого занятия, но через месяц, через 2 вы уже будете наравне с остальными танцевать. Вот так, да? То есть, все-таки база это шаги, база это руки или база это все-таки слух? Если нету слуха, что мы делаем? Мы повторяем за инструктором. Тут есть базовые шаги, и они практически каждый раз повторяются. Если мы запомним их, то уже в следующий раз мы даже можем догадаться, какое движение будет последующее. Да. Вот так. Тогда давайте начнем с изучения базовых шагов, которые есть в зумбе. А вы, дорогие телезрители, если сейчас находитесь у экрана телевизора, повторяем за нами, а почему бы и нет. Возможно, к концу нашего выпуска и вы запляшете в этом прекрасном направлении зумба. Поехали. Испытано на себе. Итак, мы начинаем практическую часть изучения базовых шагов в зумбе. Да? Рядом с нами находятся ученицы Валентины, да, которые уже умеют танцевать, но сегодня с нами вместе любезно согласились научиться и вспомнить все с самого начала. Поехали. В зумбе есть 4 основные стиля. Это меренге, кумбия, реггетон и сальса. И мы начнем наше обучение с меренги. Меренги – это обычные шаги, базовые. Я буду показывать вот так, значит, это означает 2 шага направо. Если 2 шага налево. Ну, с этим, думаю, справимся. Да, с простых шагов начнем. И 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1,
два. Я показываю сейчас уже сколько? 4. Значит, сколько шагов надо делать? 4. 4. И раз, два, три, 4. Раз, два, три, 4. Все, Понятно, то да? есть смотрим на инструктора и повторяем. То есть у меня навигации, получается, пальцы мои, вы смотрите на мое лицо, я жестами, мимикой и навигациями показываю Что надо движение. делать? Да. Шаги понятны. Шаги Есть. понятные, да. Потом еще я хочу показать такой шаг. Мы делаем вот так, сначала смотрим. Раз, на месте, раз, На на месте. Вот здесь начинается на мой медведь на ухо. месте, на месте, на месте. И быстрее. Хоп, хоп, Вот, хоп, когда хоп. быстрее, это делается Да. на автомате. Кстати, И- это часто бывает в музыкальных направлениях, да, потому что когда ты делаешь замедленно, немножко тормозишь. Да. А когда ты делаешь быстрее, все получается намного проще. И да? с руками можем. Раз. Мы же ходим Да. точно так же, но вот руки наши и Понятно, Наверх хорошо. поднимаем. Мгм. Так, это вот пошагали вроде бы совсем чуть-чуть, а ноги-то уже дают о себе знать, как будто Да. бы говорят, вот-вот, начинается тренировочка, да? И самое движовое движение в меренге – это как будто мы что делаем? Намазываем хлебушек маслом. И еще и масло появилось. два. А тут как будто бы хоп, и идем дальше. Так, Раз. хлебушек куда-то улетает. Да? Короче говоря, здесь импровизация должна быть, да? Ну, Опять же, если как не вы говорите, получается, да. да? То есть Можно хлебушек, туда рука ушла. Раз, два, и три, и 4. Дальше как будто бы застревает и идет В дальше. зомби должны быть какие-то ассоциации, дорогие Да. друзья. Если хотите запомнить эти комбинации, вот вам хлебушек, хлебушек застрял и улетел куда-то вот туда. Собственно, в этом и есть прелести. Немножечко проводим ассоциации, да? Да, можем быстрее сделать, да? Давайте. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Ножку Раз, можем два, поднять, вот, три, хоп. хоп. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Раз, два, три, хоп. Кстати, вот про ваши крики, да, вот эти хоп, хэп, хэп. Вот в зомби зачастую именно инструктор задает весь тон, да, весь Да. ритм, настроение, потому что вот эти крики, какие-то возгласы, они подбадривают человека, да? Очень подбадривают. Я делаю вот такой жест. И мои девочки все вместе кричат «Хей!» Обычно так бывает. Антистресс, да? Вот Да, да, придешь да, да. на тренировку, прокричишься, получишь заряд эмоций и уходишь совершенно счастливым, довольным человеком, да? Хочется горы свернуть после Вот. тренировки. После хлебушка, то есть мы уже знаем шаги, мы знаем этот хлебушек, еще какие движения нужны для базового. Давайте уровня? перейдем к кумби, да? Давайте. Кумби, она нежная. Мы притоптываем и бедрами покачиваем. Раз, два, бедрышками, бедрышками, другой ногой и раз. А, это уже два. другой вид, да? Это немножечко? уже другой стиль. Там был да. более такой ритмичный, да, здесь уже пошли плавные нежные. движения, да? И тут, конечно же, тоже присутствуют шаги, но они такие спокойные. Раз, шаг, два шага. Раз, шаг, два шажочка. Хоп, хоп. С руками. Раз, два, хоп, хоп, хоп. Раз, два, хоп, хоп, хоп. Это почти как ча-ча-ча, что-то похожее. И очень хорошее движение. Так, Что мы делаем? Хоп. ага. Как будто бы саблей, да? Хоп, сабля Ага. пошла. И вот тут раз крутим петельку и назад. Хоп, ударили. Хоп, ударили. Петля и назад. Еще раз. Хоп. Хоп. И мы обычно кричим и хей. И хей. Ай, вот как. И другой стороной, другой рукой тоже. Координация И хей. Хей. Как классно. Очень хорошее Вот упражнение. одно слово «хей», а настроение, улыбка на лице появилась автоматически. Хотя, по сути, ну, хей, да, но на самом деле вот эти вот именно эмоции, они заряжают максимально, потому что девчонки стали говорить «хей», а улыбка на лице появилась у меня. А значит, уже происходит какой-то энергообмен. Обмен энергией, да. Дальше. Дальше реггетон. Это современный стиль городской, он подвижный более-менее, да? Давайте начнем тоже с шагов. Раз, два, и показывай. Значит, два шага. Раз, два, хоп, хоп, хоп. 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 И тут самое, скажем, движение такое популярное. Шаг, шаг,
на месте. Шаг, шаг на месте. И с руками хоп, хоп. А это я видела где-то, Да, 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 раз. Очень два, популярная. Три. Да, да, И да. тут еще можно с руками сделать вот так. Раз, два, хоп и хоп. Ага. Во время паузы. Раз, два, хоп. Раз, два, тыш, хоп. Раз, два и Тыщ, хей. тыщ. А вот здесь уже задействуются ручки, а значит спинка. Если это делать на максимальной амплитуде, то можно уже тут Да. поработать с шейно-воротниковой зоной, как минимум, Да-да-да-да-да. Ага. Отлично, хорошо, дальше. Это мы выучили Регетон. регетон, запоминаем. И последнее это сальса. Вот это самое. Самое такое известное направление. Раз, два. Два. Крутим бедрами. Раз, два. Раз, два. И одной ногой вперед, другой назад, одной вперед. И раз, назад. Раз, А назад. вот здесь прям все девочки сразу Да, 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 же, да, да. Как будто мы занимаемся бальными танцами. Да, да, да. Мгм. И тоже шаги присутствуют, конечно. Если я делаю вот так, надо идти вперед. Два пальчика. Вот, два, значит, идти надо. Два шага Вперед. Мгм. И раз, два, ножки назад, ножки назад. Назад. Пока-пока, значит, назад. Раз, два, ножки назад, ножки ножка назад. И еще раз попробуем быстрее. И раз, два, назад, назад. Раз, два, назад, назад. А вот вы, Валентина, зачастую большинство упражнений делаете в полупрессе, да? То есть нужно немножечко так сидеть или на прямых ногах тоже можно? Ну, чтобы не травмировать суставы, конечно, все физические упражнения делаются на полусогнутых Ногах. коленях. Да, поэтому вот тренируйте вот именно это. Потому что когда на прямых все-таки как на деревяшках, да, а немножечко присесть надо, и тогда все немножко даже лучше пластичнее, получается. да, Да, как да, будто бы. Хорошо. То есть вот мы выучили 4 основных направления, да, в Да. зумбе? Ну, конечно же, есть дополнительно. Вот эти 4 направления стиля, они обязательно должны быть в зумба-классе. Без этого зумба не зумба. И дополнительно уже инструктор по своему усмотрению добавляет треки, хореографии. И вот уже у каждого инструктора будет свой плейлист. И, например, если мой плейлист нравится моим девочкам, например, если у другого инструктора будет другой плейлист, он может и не понравиться им. То есть на энергию, на хореографию, на треки приходят студенты. Хорошо, дорогие друзья, ну что, обратите внимание, мы лишь выучили базовые шаги, но у меня, например, уже тело говорит об одном. Мне стало жарко, я стала как будто бы, знаете, уже подустала. У меня появилась одышка, хотя мы еще ритмично ничего-то не сделали, все с остановками, да, и так далее. Поэтому однозначно можно сказать, что если на зумбу придешь и час будешь плясать в этом ритме, то эффект будет точно. Около 600 килокалорий можно сжечь за одну тренировку. за Ну, одно те, кто занятие. считает, да? Часами, когда я да, хожу. Да, да, вот 600 килокалорий Килокалорий можно сжечь. Сжечь. Отлично. Итак, ну а сейчас мы к следующему что переходим? Мы можем сейчас уже начать мини-тренировку. Зумба всегда начинается с разминки. Обычно это 8 минут. И в конце у нас, конечно же, заминка. И между ними где-то 14-15 треков. И получается 50 минут длится одна тренировка, и мы без остановки танцуем. Но если кому-то станет плохо, ну не скажем, подустанет, да, конечно же, может попить водички, я не заставляю, танцуй до конца, нет такого. Хорошо, а если говорить все-таки про возраст, вы сказали, зумба ну, может подойти к любому возрасту, вот на вашей памяти, вашим ученицам сколько? От 25 до 65. 65 лет танцуют зумбу? Да, танцует. Это очень хорошая нейрогимнастика еще. Вот так. Ну, то есть, конечно, нужно соображать шаги, как минимум, считайте, думать, куда руки, ноги и так далее. То есть борьба с деменцией, так сказать, да, как сегодня модно везде говорить. Вот все борются с деменцией уже там лет с 30. Поэтому хотите приходить на зумбу, попробуйте, а вдруг это именно ваше направление. Но, как уже сказала Валентина, мы должны уже перейти к мини-тренировке. Поехали. Испытано на себе. Вот такая разминочка, товарищи. Un pasito para adelante, María. 1, 2, 3. Un pasito para atrás. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
кричат. Спасибо. Знакомое движение. Я не знаю, как вам, но мне однозначно нравится. И вот такая вот была разминочка. Обратите внимание на то, что все происходит очень динамично. Очень динамично, без остановки, но даже если ты сбиваешься с такта, теряешь ритм, все можно восстановить в мгновение. Главное наблюдать за инструктором, за ее координацией, да, то есть вот Валентина показывает, что делать, ну пропустил ты немножко, ничего страшного. То есть это тебе не тренировка, допустим, с тяжестями, да, то есть там любая ошибка может, конечно, привести к последствиям серьезным. Здесь же совершил ошибку, поймал ритм, поехали дальше. Условно, смотришь на девочек рядом и продолжаешь танцевать. В этом, наверное, есть плюсы зумбы, да? Да, подходит всем. Если даже не умеет, все равно научим. Я не буду говорить, ой, неправильно сделать. Такого нет, я наоборот буду подбадривать. Мотивировать. Ну и, соответственно, если ты видишь, что у тебя ничего не получается, а потом вдруг это получилось, то ты уже сама себя думаешь, ну ничего себе, какая крутая и классная, да? А мужчины ходят на зумбу? Мужчины, они могут ходить. Ну, конечно же, у нас есть мужчин, которые ходят на зумбу. Может, они не знают? Да, поэтому если вы, дорогие представители прекрасного сильного пола, хотите поучаствовать вот в таком прекрасном мероприятии, как тренировки по зумбе, приглашаем, да? Валентина и мужчин научат танцевать зумбу. А девушки красивые здесь, конечно же, вам в этом помогут. Поэтому присоединяемся. Да, присоединяемся. Ну что, разминочка прошла, мы теперь уже переходим. Давайте дальше перейдем уже базовые стили, которые должны быть. Их и будем сейчас Танцевать. Напоминаем вам, что сегодня наш выпуск непростой, он в виде мастер-класса, поэтому вы тоже вставайте с нами, дорогие телезрители, и повторяйте, потому что здесь, в принципе, все можно прям онлайн-то и сделать. И начинаем. Надо успевать еще. Ну все, пульс зашкаливает, сердце бьется, но мы не сдаемся. Да, и масло! Хоп! Хоп! Хей! 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 И назад, назад,
ощущается, вот здесь ощущается реально тренировка, потому что, оказывается, я сначала подумала, ну разминка, тренировка, наверное, очень одинаковая. На самом деле нет, вот здесь ноги забились максимально, потому что ритм был другой, да? Мы уже с разминки перешли на тренировку. Да, вот здесь уже все забилось, дорогие друзья, это вам не шуточки. Может, по ту сторону экрана кажется, что ну пляшут, прыгают, да прыгают. На самом деле ничего подобного. Ну и кардио. Кардио нагрузка, конечно, максимальная, потому что одышка, ритм, я говорю, пульс бьется, все нормально. На зумбе музыка большая, громкая, да? Почему? Чтобы не было слышно охом, вздохом. Своих же или соседки. Или соседей, или своих. Так, Было всем комфортно. и вот этот ритм, конечно, сейчас у нас не максимальный, потому что иначе вам не было бы слышно того, что мы тут комментируем. Поэтому музыка на зумбе это все, да? Самое главное. Испытано на себе. Ну что, дорогие друзья, сейчас возьмем небольшое интервью человека, который уже скинул 6 килограммов за полгода, занимаясь зумбой. Марьяна, здравствуйте. Здравствуйте. Расскажите, как пришли в зумбу вообще первый раз? В первый раз меня заставила Валентина за компанию. Я никогда не танцевала, никогда не была, я всегда сзади под танцовкой была, да? Но Валя мне сказала, что нужно уловить ритм. И с первого занятия это любовь. Сразу. Да, бесконечная и такая многогранная любовь. То есть сейчас не пропускаете? Ну, тренировки? сейчас летом я отдыхаю, 2 месяца отдыхаю, чуть-чуть набрала, но до этого, когда я приходила в зумбу, я весила больше 60 килограмм, и за полгода я скинула около 7 килограмм. Вот так вот. Это совместно с питанием? Ну, за питанием особо не слежу, это просто тренировки. Тренировки, да? Это такое кардио, Мгм. поэтому до этого у меня вообще не было подвижности, неподвижный образ жизни был, Ага. поэтому... А с сегодняшнего дня, ну вот сейчас, сегодня легче стало? Как насчет настроения? Ну, первые 3 занятия это было что-то с чем-то. Я не улавливала, типа интернет уровнее, как говорится, да? Не успевала. Они туда, а я туда, да? Потом после 3-го занятия я уловила только одну связку, и это было счастье. И после всех занятий, после каждого класса я ухожу отсюда наполненная счастьем, и хочется творить, радоваться, улыбаться. Спасибо. Ой, мальчик, прибыла ночи, у меня в груди последний Это у нас сальса, ребята. Обратите внимание, что сейчас было направление уже сальса. Тут более все пластично, понятно, еще знакомая композиция музыкальная. Ну и вот здесь, конечно, отдыхаешь, я бы сказала, как будто бы, Да, морально отдыхаешь, но на самом деле тело твое продолжает работать. работать. И дальше идем. Стиль дальше называется реггетон. Реггетон. Поехали. Holy moly, she's my one and only. She's my bingo when she's in Помните? Хоп, хоп.
Это был реггетон. реггетон. И Остался? последний стиль, который обязательно должен входить в зумба-класс, это кумбия. Давайте. Это то самое движение сабля. Хоп, хей! Хоп, хоп, хей! No sé qué pasa que cuando te veo a ti en mi cabeza. Хей, хей! Tú tienes eso que a mí me gusta así en mi cabeza. Хей, хей! Creo que me estoy enamorando. Tú me estás hechizando. Хей, хей! Lentamente me estás atrapando. Ya no me aguanto Хей, más. хей, 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 хей! Beso en la boca cuando me toca, como me provoca. Voy a besarte. Beso en la boca cuando me toca, como me provoca. Voy a besarte. Хей! Красавчики! Хей! И хей! И хей! No sé qué pasa que cuando te veo a ti en mi cabeza. Me gusta así en mi cabeza. Так, Валентина, идите ко мне сюда. Если вы думаете, что мы тут все говорили о том, что не худеешь, не потеешь, на самом деле потеешь и худеешь. Посмотрите, вот футболка человека, который позанимался всего лишь полчаса. Видите? Это все наша лишняя вода, которая выходит из нас во время тренировки. Поэтому есть эффект, тело не соврет, тело реагирует, и это здорово. Ну и, конечно, зумба все-таки это про эмоции, это про настроение, это про вот эти крики, возгласы, это про улыбки на лице. И то есть этот вид спорта подойдет для тех, кто действительно хочет улыбаться, кто любит жизнь, кто готов делиться этими эмоциями с девушками, которые находятся рядом. Это все-таки про обмен той обмен самой энергией. позитивной энергетики, которую мы уже сегодня обсуждали. Валентина, спасибо большое. Как ваше самочувствие? У меня, если честно, Настроение? с настроением все отлично. Хочется покорить этот мир, но голова кружится. Значит, кислородное у меня какое-то голодание или что? Потому что для меня вот такая активность, это, конечно, резко, внезапно, поэтому немножечко я к этому, видимо, была не готова. Но, опять же, это означает лишь одно, что эффект есть. Есть. И вы должны были что сделать? В своей амплитуде сильно не нагружаться. Люди, которым бывает сложно первый раз, да, они могут делать это все в своем темпе, чтобы не было такой сильной нагрузки и стресса. Валентина, спасибо большое за прекрасную тренировку. Занимайтесь зумбой, занимайтесь спортом, ведите здоровый образ жизни. Увидимся, до новых встреч. Пока-пока. Пока! Испытано на себе. Я хочу слова благодарности передать своему тренеру, наставнику Надежде Кюнчене. Именно она познакомила меня с зумбой и влюбила в этот прекрасный вид спорта, фитнеса. Благодарю от всей души. Спасибо, что ты есть.